Они будут иметь. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что нашли время для присутствия на вебинаре. Актуальность этой темы внедрения профессиональных стандартов в организации назрела очень сильно, поэтому мы проводили уже несколько таких вебинаров и в очной, и в заочной форме, но необходимость напоминания о том, что внедрение профессиональных стандартов в организации это очень сегодня актуально, тем более с 1 января 2020 года, а год уже практически заканчивается, обязательное применение профессиональных стандартов утверждено правительством Российской Федерации, поэтому я считаю, что эту проблему, эту ситуацию нужно менять и очень быстро, если кто еще эту работу не сделал, поэтому я считаю, что я сегодня постараюсь немножко уйти от тех рамок, которые я всегда проводил вот этот вебинар и показывал презентацию, где прописаны достаточно подробно все шаги, как применять профстандарт, как его внедрять в организации. Сегодня я все-таки построю в двух плоскостях свое выступление. Первое это то, что необходимо, это понятно. Я не буду говорить о тех нормативных документах, которые существуют. Все это прекрасно. Кто относится к этому более-менее серьезно в организации, особенно должны это делать руководители кадровых служб, относиться к этому довольно-таки серьезно. И все нормативные документы, которые связаны с внедрением, применением профстандартов, они с 2016 года существуют. Это и 584 постановление правительства Российской Федерации, и 238 о независимой оценке квалификаций, и ряд постановлений 1002, тоже постановление правительства по поводу внедрения, применения профстандартов. Поэтому я считаю, что нормативки достаточно, почитать и определить для себя каждую важность. Я думаю, что это может сделать самостоятельно каждый. А мы сегодня будем говорить о тех вещах серьезных, все-таки, которые мы должны сделать с вами, я полагаю, в течение ноября-декабря года. Это однозначно, потому что все-таки наступит период, когда организации начнут проверяться в плане применения профстандартов, проведения независимой оценки, и где уже будет наступать определенный риск, так сказать, в плане каких-то административных воздействий, чего бы, собственно говоря, не совсем хотелось бы. Поэтому немножко истории. Значит, на сегодняшний день уже внедрено и утверждено Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации более 1400 профессиональных стандартов в различных отраслях экономики. Это вполне понятно, потому как рынок профессии – это живой организм, который подстраивается под нужды экономики, и те отрасли, в которых применяются профстандарты, они реагируют очень быстро, потому что профстандарт – это документ, который создается не за один день, он претерпевает свои изменения в процессе своего создания, постоянно идут какие-то дополнения, обсуждения. Кое-какие профессии уходят в прошлое, и на их место приходит совершенно новое, требующее совсем иных знаний и, естественно, умений. Поэтому профстандарт прописывает эти все вещи, и, естественно, профстандарт призван обеспечить наполнение рынка именно теми специальностями, в которых у общества есть потребность. Об этом говорится на различных уровнях, и это недавно говорилось и на заседании Национального совета при президенте Российской Федерации, где и различные представители отраслей, и системы ЖКХ, и системы образования, и IT-технологий, и финансового рынка, которые говорили об важности этого момента и как все-таки людей заставить, и руководителей, и кадровые службы прийти к этому, чтобы это было один из тех моментов, решающих у вас в организациях. Обязательно.
Для того, чтобы упростить задачу, чтобы долго не говорить о каких-то там лозунгами, я понимаю, что каждый впечатлен человек, наверное, уже, потому что после нашей встречи, каждой встречи, мы, собственно говоря, уже и для себя понимаем, что очень много людей вовлекается в этот процесс. Поэтому Республиканским методическим центром на базе Института дополнительного профессионального образования, Коми-Республиканский институт развития образования, мы разработали методические рекомендации для руководителей организаций и кадровых служб. Это применение профстандартов в деятельности организации. В чем заключаются эти методические рекомендации? Если вы зайдете на сайт, а это можно... Право? Извините. Это можно будет увидеть и в документах здесь, которые будут на презентации показаны, и адрес и электронной почты, и сайта, где можно посмотреть, увидеть эти методические рекомендации. Если мы вот так, можно было, конечно, их и разместить сразу, но в виде презентации. Но получается так, что материала достаточно, но если вы откроете сайт наш и увидите эти методические рекомендации, там четко, ясно прописано, даже уже видно самого содержания, что вот алгоритм применения профстандарта в организации. Мы для себя, когда перерабатывали этот материал, определили 7 важных шагов, которые нужно совершить сегодня руководителю организации и кадровой службе. Первое, что нужно сделать, это сформировать приказ о внедрении профессиональных стандартов. Для того, чтобы облегчить вашу участь, вашу работу в этой части, в методических рекомендациях есть образцы, есть приложения образцов приказов о внедрении профстандартов в организациях, где прописано буквально все моменты, которые нужно в приказе будет учесть. Поэтому повторяться не буду. Вы это все прекрасно увидите, как этот приказ создается. Затем в этом приказе должно быть отражено вторым шагом формирования рабочей группы. Что такое рабочая группа? Рабочая группа – это круг специалистов, который будет входить особенно по тем направлениям и профессиям руководителей подразделений, по которым будут применяться в организации профессиональные стандарты. Вот. Это, естественно, должны быть и экономисты, и бухгалтера, руководители этих подразделений, ну, естественно, кадровая служба и так далее. И кто-то из заместителей руководителя этой группы должен, естественно, возглавить для того, чтобы, сформировав ее, есть процедура формирования этой группы, где прописаны каждые шаги ее действий. Теперь, сформировав эту группу, составляется план по организации применения профессиональных стандартов в организации. Поэтому составляется план, и в этом плане прописываются полностью все вещи, которые отражены в методических рекомендациях. Я считаю, что вы это можете все увидеть, почитать. Вот. При составлении плана необходимо будет естественно, руководствоваться принятыми нормативными актами, которые на сегодняшний день существуют. Каждая организация самостоятельно разрабатывает и реализует план организации применения профстандартов. Нет никакого такого шаблона, потому что у каждого условия у руководителей предприятий и каждое предприятие разных отраслей, у них своя система работы, своя организация работы. При этом руководитель уже должен учесть мнение всех работников и профсоюзной организации при утверждении данного документа. Обязательно. А если нет профсоюзной организации, то какой-то общественный совет на вашем предприятии и так далее. Теперь, следующий момент. Вы должны для себя определить, очень важно, какие же профессиональные стандарты и по каким профессиям вы должны будете которые будут подлежать применению в вашей организации. Естественно, будет определяться в этой ситуации потребность тех профессий, которые вам необходимы и которые вы видите в первую очередную
первоочередность, которая должна, естественно, быть в этой части. Какие? Этап применения профстандарта обязательно вы тоже для себя определите. Перечень локальных документов, ну это понятно, я уже говорил, да. Какие задачи стоят? Значит, выделение в штатном расписании кадровики должны знать должностей, которые должны соответствовать профессиональным стандартам. Вы в нормативных документах увидите, как коснулось у нас, допустим, там, ну, в области образования там, или в области такой чисто технической, когда мы начали, был создан Центр оценки квалификаций, мы коснулись, как получают образование выпускники среднепрофессиональных организаций, ну, тех же техникумов, тех же колледжей, или как работают на производстве. Оказывается, на производстве сварщик 4, 5, 6 разряда применяются профстандарты в этой области очень широко. Их очень много профессий попало под профессиональный стандарт в этой области, в этой отрасли. Министерство труда Российской Федерации исключает с единого тарифно-квалификационного справочника эти профессии, и уже ТКС его как такового нет. А есть только те требования, которые предъявлены в профессиональном стандарте. Если раньше был разряд, то сегодня уровень профессиональной компетенции. Если человек, условно будем говорить, проходил экзамен и закончил техникум или колледж, он может, подтвердив свою профессиональную компетенцию, пришел на производство, то, естественно, он будет соответствовать второму уровню. Если человек уже с опытом работы, имеет образование, дополнительно характеризуется как профессионал, он подтверждает свою профессию, свою профессиональную компетенцию, получает 4, 5, 6, уже зависит от той области, в которой он работает, или же ручной сваркой, или же среди углекислого газа и так далее. Там все это дело прописано. Каждый уровень имеет свои компетенции прописанные, и трудовые навыки, и все остальное. Поэтому, когда мы начинаем сравнивать настоящий уровень квалификации сотрудников и с требованием профессиональных стандартов, мы приходим к тому выводу, что не совсем сотрудники соответствуют тем требованиям, которые озвучены в профессиональном стандарте. Это, конечно, естественно, пугать не пугает, но, по крайней мере, настораживает, что сотрудники рано или поздно должны этим требованиям квалификационным, естественно, соответствовать. Поэтому и наступает период работы для и кадровой службы, и для руководителя, что этих сотрудников нужно обучить, естественно, поднять их квалификационный уровень, который соответствует требованиям профессионального стандарта. Когда он пройдет это обучение и подтвердит, и получит условное удостоверение, или диплом, или сертификат о повышении своей квалификации, и подтвердит уже потом независимой оценкой квалификации, это на основании закона 238 федерального, и четко, ясно будет понятно, какому уровню специалистам, сварщики или другой профессии соответствуют тем требованиям, которые предъявлены в профессиональном стандарте. Он получает, естественно, определенный документ, и это уже является подтверждение того, и уже работодателю, если даже он перейдет на другую работу и предъявит это вместе со своей трудовой книгой, этот сертификат полученный, будет понимать, что человек уже гарантированно обладает этим уровнем своей профессиональной компетенции. Поэтому я считаю, что обязательно нужно изучить эту ситуацию на предприятии, сформировать, еще раз хочу подтвердить, образец приказа есть. Что нужно в приказе отразить, кого отразить, тоже есть. Сформировать рабочую группу именно из тех специалистов, которые есть на производстве в организации, которые заинтересованы для того, чтобы этот профстандарт, естественно, применялся в организации. Теперь вы должны понять, какие профстандарты из имеющихся на сегодняшний день вы будете применять в своей организации. Потом, какие вы хотите, какие, соответственно, будут локальные акты, в которые будут вноситься изменения.
те же трудовые договора, те же соглашения с работниками, да, те же записи в трудовых книжках, те же изменения в штатном расписании. Потому что если в профессиональном стандарте прописана профессия, то она должна соответствовать, и, естественно, такая должна быть и в штатном расписании, потому что другой профессии уже нет. Потому что уже нет сегодня, практически постоянно исключается единый тарифно-квалификационный справочник, но это делается поэтапно, это никто, если сегодня профстандарта нет, хочу отметить, то такой акт локальный, как единый тарифно-квалификационный справочник, он остается, и вы по нему работаете, и вы только можете совершенствовать должностные инструкции, которые вы разрабатываете у себя на производстве, значит, с учетом улучшения качества там, производительности труда, бережливости производства. Это должно быть, естественно, отражаться, потому что это все влияет на конечный результат, на прибыль организации, ну и так далее, да. Эти вещи все в профстандарте есть, но если профстандарта у вас нет по какой-либо профессии, естественно, вы все равно должны постоянно совершенствовать эти документы у себя и должностные инструкции, и положение об оплате труда, ну и так далее. И человек, который защитил, имеет сертификат, который подтвердил свой профессиональный уровень свой, конечно, может претендовать и задать резонный вопрос в плане и повышения заработной платы, и каких-то социальных гарантий и так далее. Вот. Дальше. Какой бы шаг бы я еще назвал? Определение потребностей в профессиональном образовании, профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании работников. Конечно, в любом случае, не у каждого работника эти вещи есть и присутствуют в документах, которые он сдает в отдел кадров. Значит, руководитель отдел кадров обязан просто выявить эту потребность в образовании профессиональном своих работников, направить их на учебу, чтобы они обучились. Ну, тут формы разные бывают. Или это руководитель, если работник для них ценен, он его направляет за счет предприятия, организации на обучение. Обучение проходит, а потом, будьте любезен, подтверди свою профессиональную компетенцию на основании того профессионального стандарта, который мы уже применили в своей организации. А подтвердить это можно только сегодня независимой оценкой квалификации. Если обсуждать этот вопрос применения профстандартов и готовности сотрудников к применению профессиональных стандартов, могу сказать, не все хотят. А почему не все хотят? А все очень просто. Это потому, что в профстандарте, как правило, требования, когда человек с ними знакомится по своей профессии с профстандартом, он понимает, что требования на порядок выше, которые предъявлялись к нему на протяжении определенного времени в организации. Поэтому каждый должен понимать для себя, что профессиональная подготовка, повышение квалификации просто необходимо. И только из-за того, что тебе хочется повышения зарплаты просто так, так не бывает, потому что существует определенная экономика, и руководитель понимает, что как бы не хотелось, допустим, работникам, то просто так работодатель не может, он только может по каким-то определенным критериям повышать эту заработную плату. Поэтому каждый должен стремиться, повышая свой профессиональный уровень, естественно, и потом и претендовать на какое-то повышение или какие-то на социальные льготы и так далее. А это же и в последующей жизни, потому что наступает и пенсионный период времени, это и для пенсионного, когда будете пенсию оформляется работниками, это тоже будет, естественно, играть очень важную роль. Поэтому, и когда уже есть примеры правоприменительной практики, когда инспекция труда, приходя в организацию и проверяя там определенные кадровую работу определенную, отношения работодателей там, или какие-то нюансы есть, или какие-то заявления, или жалобы и так далее, уже они автоматически смотрят, а применяется ли профстандарт в организациях. И сразу понятно, что
Применяются. По каким профессиям? По стальке. Если же не применяется, то, естественно, они могут какое-то определение в этой части и вынести. Для того, чтобы потом эту работу можно было проводить намного легче, а не сразу потом скопом решать целый ряд вопросов, проблем, затруднений. Тем более для администрации это, естественно, и инструмент для и планирования, и коррекции планов корпоративного обучения. И это же можно в течение, допустим, какого-то года, ну, календарного года, очень большое количество людей пропустить через эту профессиональную подготовку. Ну, естественно, чтобы работники, проходя эту профессиональную подготовку на определенных организациях, но с условием, естественно, успешного освоения новых компетенций. Это однозначно. Ну, и я вам скажу, вот и как жизнь показывает, что профессиональные стандарты, они, учитывая, что там предъявляется много требований, которые не было раньше, вот, и они заставляют думать и по-новому на направление деятельности. И человек мыслит по-другому, когда получает определенный свой профессиональный уровень, повышает свою профкомпетенцию. Вот. И это, естественно, отражается на всю работу и деятельность организации предприятия. Еще одним шагом, я уже говорил о самооценке готовности, да, составление и реализация индивидуальных планов профессионального развития работника. Каждый должен понимать, а насколько же я все-таки готов сегодня пройти или самостоятельно это обучение, или же меня руководитель направит. Но ждать не надо каких-то, мы будем говорить, таких вещей, что тебе кто-то на блюдечке принесет. И, естественно, каждый должен понимать, что успех и зарплата, и профессиональная, так сказать, профессиональный уровень, тем более это ваше личное. Вы сегодня отработали на этом производстве, руководитель, что-то тут пропало, руководитель, конечно, он понимает, что у него на предприятии должны быть профессионалы, которые соответствуют тем требованиям, которые предъявляются. Тем более меняется сегодня очень все быстро, и технологии, и скорость технологий, этих применяемых на производствах, очень меняется оборудование, которое нужно постоянно осваивать. Поэтому я думаю, что не нужно большого, так сказать, какой-то силы убеждений для того, чтобы это все-таки принять для себя решение, чтобы профессиональные стандарты стали условием обычной жизни в вашей организации. Поэтому я вам еще раз всем просто рекомендую познакомиться. Я открою сейчас, чтобы не... Ну вот как они выглядят, если вы видите, да, вот применение профессиональных стандартов в деятельности организации, методические рекомендации. Вот. Вы их откроете, вы увидите, что нужно делать, ничего не нужно выдумывать. Все здесь учтено со всеми новыми нормативными актами. Мы эту еще работу делали в конце 2018 года, но она действует до сих пор и с большим, собственно говоря, успехом. Если вот эти методические рекомендации будут применяться в организации, это уже 99% успеха, а все остальное, конечно, зависит в первую очередь от вас. Кроме того, мы еще организовали открытый аттестационный курс, который можно зайти по ссылке, которая указана. Вот. И я думаю, что информационно-методическое сопровождение вы можете себя протестировать и пройти этот дистанционный курс как обучение. Там все увидеть, там все четко и ясно расписано. Так что сегодня для понимания в Республике Коми у нас сегодня 3 центра оценки квалификаций по независимой оценке и 9 экзаменационных центров. Очень отрадно в том, что открылся последний экзаменационный центр в индустрии красоты, открыл его политехнический техникум, что все-таки руководитель проявил, ну, мягко говоря, мужество и время, и, естественно,
определенные затраты понес, что этот экзаменационный центр создали, потому что, оказывается, очень много людей в этой профессии, и они всегда подтверждают свое, пытаются их, ну, проходить обучение, там, насколько все знают, и парикмахеры, там, и другие профессии, они постоянно куда-то ездят на какие-то курсы и так далее. Хотя это можно уже проходить в республике. Но это вот на базе э, политехнического техникума. Они еще готовы, сегодня готовим, и они готовятся, собственно говоря, открыть экзаменационный центр по профессии, по укрупненной группе профессии автотранспорта. Это механики, и, в общем, полностью все автодело, которое они по тем профессиям, которые они обучают, чтобы и ребята после окончания могли проверить свою, подтвердить свою компетентность. Ну и те люди, которые в этой профессии работают. Вы знаете, сколько сегодня и организаций, которые занимаются ремонтом, эксплуатацией, логистикой в части автомобильного транспорта. Это очень важно. Так что, если полистаете еще раз применение профстандартов и для себя примете, то я считаю, что вот открыв оглавление, содержание, вы сразу можете по шагам за довольно-таки короткий период времени, выполняя их, подготовиться к этому процессу. Это то, что касается, так сказать, как отслеживать свои профессиональные стандарты. Ну, это очень просто. В поисковике банально просто забиваете профессиональный стандарт той профессии, по которой вы, собственно говоря, хотите найти. И сразу будет понятно, существует профессиональный стандарт в этой области или нет. Ну, скорее всего, да. Потому что, ну, какие-то, конечно, профессии еще не учтены. Вот сейчас очень большие, ну, сказать проблемы нет, но вот в области образования профстандартов всего 10, и то буквально в последнее время, месяца 2 тому назад, 4 профстандарта отправили на доработку, на определенные дополнения, но я думаю, до конца года произойдет их возврат, и они будут включены в реестр. Вот, что еще? Очень много, если кто работает в области спорта, тоже там определенные изменения. Вы даже если следите за выступлением президента и представителя правительства о том, что тот же тренер, да, в отношении спорта, он не просто тренер. И Путин Владимир Владимирович четко озвучил, что это не тренер, это еще и воспитатель, педагог. И кроме слова тренера, а воспитатель педагог, потому что он воспитывает людей. Поэтому там, естественно, и требования другие, и они должны, вот эти люди, кто работает сегодня, кто специалисты, кто работает с людьми, особенно в таком процессе, когда происходит обучение, воспитание, тренировки, где большие нагрузки на человека, они, естественно, поменяли. Вот. Ну вот еще говорить об обязательности профессиональных стандартов, то если по должности положены компенсации, льготы, а каждый уже знает, вот рабочий на своем месте, вот, какие установлены или ограничения, или же наоборот, какие-то компенсации должны быть. Естественно, профстандарт должен применяться, потому что потом будет очень сложно при оформлении пенсии что-либо доказывать. Вот. Потому что в законодательстве, в статье в Трудовом кодексе, статья 195, параграф 3, там четко указаны обязательные требования квалификации работников, которые вы должны, естественно, в этой части подтверждать. Так что профстандарт, ну вот тренер обычно, да, это просто показанные примеры, которые, вот, кстати, тут профстандарт у нас нет сегодня центра оценки квалификации в республике по оценке вот именно этих профессий, этих компетенций. А вот по профессиональным, по бухгалтеру у нас есть центр оценки квалификации финансового рынка, который создан на базе консультант плюс коми. Они оценивают сегодня две профессиональные компетенции 4-5 уровня, или 4, 5, 6 уровня. Это бухгалтера, которые
Ну, основная масса бухгалтеров, да, ну, там, естественно, требования, опыт работы и так далее. Это тоже можно все посмотреть на нашем сайте, где будут в конце контакты и вот. Ну, ответственность понятна. Понятно. Я уже говорил, тут не буду говорить об этих вещах, где расписаны штрафы, и если, допустим, трудовая инспекция обнаружит, что никаких действий не совершено в части применения и внедрения профстандартов в организации, то, конечно, вот наступает вот, вот такие санкции, да. Ну, если это на должностное лицо, а для там сумма от 1000 до 5, то на юрлицо это от 30 до 50. Вот. Если там повторное, то там уже автоматом, конечно, сумма выше. Но я считаю, что нет смысла никакого эти деньги отдавать только из-за того, что ну, не хочется делать. Вот. Ну, я уже говорил о том, что и единый квалификационный справочник, тарифно-квалификационный справочник работает параллельно с профессиональными стандартами, но постепенно ЕТКС вытесняется и становится их меньше. Ну вот, допустим, я еще раз хочу повторить, вот в области сварочных всех профессий ТКС отменены. Вот. Это ожидает, собственно говоря, вот. Ну, работодатель может сказать для себя, что не будет он проводить там независимую оценку квалификации, это право, это сегодня стоит определенных какие-то затраты в организации. Но дело в том, что если у вас есть если у вас есть сегодня профстандарт на те профессии сотрудников, которые уже имеются, да, ну, я, честно говоря, кроме экзамена по независимой оценке я не вижу. Как вы будете аттестовывать работников, это ну, проблематично, собственно говоря. Кто эту аттестацию будет делать? Вопрос. А судьи кто? А вот Центр оценки квалификации по независимой оценке там, различных компетенций профессии эту работу может делать. Но аттестацию они будут проводить независимую оценку, но аттестацию они не будут делать, потому что там совсем другое. И кроме того, каждый понимает, и работодатели, и работники, и отдел кадров, и все службы понимают, что аттестация работника, ну, это не совсем тот путь, который подтверждает уровень профессиональной компетенции вашего сотрудника. Вот. Ну, я уже говорил, не буду повторяться, порядок применения профстандартов, это все прописано в методических рекомендациях. Вот. Но обязательно, вот когда вы это будете делать, и там есть параграф, и в приказе это будет отражено у вас, что вы обязательно сотрудников, которые происходят, вы должны их ознакомливать со всеми изменениями, которые происходят у вас. Вот. Ну, перечень документов, которые могут потребовать изменения. Ну, положение об аттестации, само собой, если профстандарт есть. Я уже об этом говорил. Положение об учении. Это однозначно. Потому что меняются в профстандарте функции трудовые. Меняются трудовые функции, меняются знания, умения, там, или, допустим, требования к образованию. Вот. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю вот, аттестация. Аттестация там, где нет профстандарта. Вот это еще понять можно. А там, где есть уже профстандарт, аттестации не должно быть априори, а должно быть независимая оценка. Вот наша задача, как методического центра, как Института развития образования и всех, ну, будем говорить, чиновников, которые завязаны под это дело, и Министерство труда, и, не побоюсь того слова, и правительство Республики Коми заинтересованы, чтобы сегодня, и вот у нас в ноябре месяце будет проходить Координационный совет по главе республики по развитию национальной системы квалификации, где мы четко и ясно будем поднимать вопрос о создании центров оценки квалификаций по тем профессиям, отраслям, которые просто сегодня крайне необходимы. Это система ЖКХ обязательно. Я считаю, что IT-технологии, потому что сегодня практически каждый через одного считает, что он айтишник и специалист, программист и так далее, да, вот, ну и так далее. Потом, естественно, должностная инструкция, которая была прописана у вас на работника, осталась прежней, а уже существует профстандарт
опять же, не хочу повторяться, оно, естественно, э, обязательно, потому что меняются трудовые функции. И вы должны поменять эту должностную инструкцию на основании профессионального, тех требований профессионального стандарта, которые в нем прописаны. Но, естественно, трудовой договор меняется. Потому что меняется, опять же, трудовые функции и меняется оплата. Я думаю, что тут не надо никого убеждать в плане принимаемых решений. Вот. Ну, профессиональный стандарт, кстати, не противоречит, а именно дополняет единый тарифно-квалификационный справочник. Поэтому я думаю, что это для вас это очень важно должно быть. И особенно кадровики должны, мягко говоря, если эту работу еще не делали, должны это сделать незамедлительно, даже начиная с сегодняшнего дня. Ну, в крайнем случае, завтра. Поэтому, прошу прощения. Вот. Ну, какие структуры рекомендуемые для должностной инструкции уже, если руководствуешься профессиональным стандартом, то тут даже не надо обсуждать положение, функции, должностные обязанности, права, ответственность и так далее. Вот. Но руководствоваться, естественно, профессиональным стандартом уже. Потому что вот эти все структуры, она и так известна вам, и общее положение там есть, и функциональные вещи, и должностные обязанности, там права, ответственность и так далее. Как применять для совершенствования сегодня профессиональные стандарты? Ну, это уже немножко теория, это такая теория немножко сложноватая, это больше не для работников, это больше для кадровиков. Я думаю, когда вы откроете профессиональный стандарт, там, вот здесь взято, допустим, по специалисту по кадровому производству, ну, которая трудовая функция, документационное обеспечение работы с персоналом. Относится к такому уровню квалификации, коды, возможные наименования профессии, которые могут быть у вас в штатном расписании, как они будут называться и так далее. Потому что специалист по кадровому производству это одно, а специалист по персоналу это немножко как бы другое. Но это все касается должностной инструкции. Кадровики это поймут. Требования к образованию, к опыту работы и так далее, условия допуска и так далее. Структура должностной инструкции, изменения положения, что должны уметь, что должны знать, все должно быть расписано, опять же, на основании структуры профессионального стандарта. Вот такие функциональные вещи происходят. Ну и, собственно говоря, чтобы сильно, я понимаю, что самое продуктивное время это 30-40 минут. Вот для понимания, здесь у нас есть и адрес сайта rbc.ru и телефон для контакта, которым вы можете пользоваться. Поэтому я всем желаю проявить, так сказать, активность в этой части. Я считаю, что это понятно, что внедрение профессиональных стандартов в организацию должно стать повседневностью, но, по крайней мере, для кадровика это точно, на определенный период времени. Хотя бы в течение месяца это можно все дело поправить. Ну и, собственно говоря, благодарю всех. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда рады помочь. Наша работа постоянно совершенствуется. Но вот сегодня стоит задача для нас. Вот следующий вебинар у нас будет связан с независимой оценкой квалификации. Что это дает и для кого это дает, и что мы уже проводили в 2019 году. В 2020 году у нас не получилось, ну, с учетом и определенных условий там по пандемии это не получилось. Ну и желания особо не было у массы категорий людей, которым, ну, это, собственно говоря, не совсем интересно, потому что, ну, неинтересно почему? Потому что это ответственность определенная и, ну, где-то, может быть, даже и польза определения своей профессиональной компетенции. Поэтому как-то так. Ну, что хочу пожелать, обращайтесь, мы всегда рады, потому что это очень важно и для нас, и нам для своей работы, общения с людьми, с организациями, где есть проблемы и так далее.
Вот буквально завершая свое выступление, я хочу сказать, что вот сегодня в Республике Коми есть ряд организаций, а их довольно-таки почти около сотни, которые относятся к системообразующим и градообразующим организациям республики. Это довольно-таки крупные организации, которые формируют сегодня и бюджет нашей республики, и городов, и муниципальных образований и так далее. Вот. И мы решили пойти путем, найдя эти организации, которые есть в реестре сегодня, вот, относящиеся к этой категории, мы предложили им, разослали уже каждой организации, чтобы они и применение профстандартов у себя подтянули в первую очередь как образец и для других, для подражания, и проведение независимой оценки по тем сотрудникам, которые у них работают, но вот в части хотя бы по тем профессиям и профессиональным компетенциям, которые мы можем сегодня провести в республике. Тоже на сайте можете увидеть, по каким профессиям сегодня можно провести независимую оценку. Но вот в части, если коснуться такой профессии, как бухгалтер, это есть в каждой организации, и не один человек, и разные степени, так сказать, своей профессиональной и загрузки, и своей профессиональной компетенции. И вот хотим попробовать, чтобы эти организации, этих сотрудников своих провели им профессиональный экзамен именно в этих центрах, которые у нас сегодня в республике есть.